Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Общественная палата Российской Федерации провела уже ставший традиционным форум сообщества. Представители общественных палат, журналисты и политические деятели обсудили гражданские инициативы. Что сегодня волнует общественников, какие инициативы сегодня особо актуальны. Об итогах форума поговорим с Леной Ефремовой, членом Общественной палаты Российской Федерации. Лена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Как в этом году прошел форум и какие отличительные моменты вы можете отметить? 2-3 ноября этого года в городе Москва в Музее Победы на Поклонной горе прошел итоговый форум сообщества Общественной палаты Российской Федерации. Это стал итоговый форум, которому предшествовали форумы, прошедшие в федеральных округах. В этом году форумы прошли в городе Новосибирске, в городе Петрозаводске, в Липецке и в городе Казани. Ежегодно определяются регионы Российской Федерации, в которых проводятся такие форумы. И в течение года, в зависимости от региона, от той повестки, которая существует, проводится диалог между обществом, властью, бизнесом и некоммерческим сектором для определения векторов развития общества. Вот в этом году основной темой, я думаю, во всех регионах стала, наверное, тема патриотизма, патриотического воспитания, единения общества, в силу тех событий, которые сейчас происходят и в нашей стране, и в целом в мире. При тех существующих угрозах, которые мы наблюдаем в последнее время, начиная от геополитической ситуации, от того, что сейчас полностью, наверное, мироздание меняется, переход к многополярному миру, где Россия занимает такое, мы считаем, лидирующее положение. И непосредственно на итоговом форуме сообщества от нашей республики выехала делегация в составе более 20 человек. Это Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, Министерство инноваций, это представители Алданского района, города Мирного и члены Общественной палаты Республики Саха-Якутия. А какие гражданские инициативы сегодня наиболее актуальны и какие будут поддержаны? Вообще название форума звучит так: «Народное единство, суверенитет, созидание, справедливость». И исходя из темы форума были выстроены диалоговые площадки. Но надо отметить, что ежегодно представителям и участникам форума президент нашей страны Владимир Путин направляет свое приветствие, где он говорит о том, что консолидация общества на сегодня очень важна, и нам необходимо включаться каждому гражданину в устройство и развитие нашей страны в интересах каждого жителя, каждого гражданина. И что я еще хотела сказать? Площадки основные, они выстроены исходя из стратегических целей национальной идеи развития нашей страны. Мы считаем, что самая основная национальная идея, одна из самых таких основных, это развитие, например, многодетности, как ответ на базовые такие вызовы, которые существуют. Это возрождение духовно-нравственных ценностей российских, в том числе это народное единение. Наша страна многообразна, многонациональна, и, конечно же, это вопросы патриотического воспитания, патриотического духа. Вы также принимали участие в круглом столе. Расскажите о нем, пожалуйста. И также мы знаем, что вы выступили с инициативой о необходимости закона об игрушке. С чем это связано и что это решит? Вообще, я как член Общественной палаты Российской Федерации провожу целенаправленную работу в рамках той деятельности, это комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. И на итоговом форуме у нас была целая площадка этому посвящена, где мы говорили о развитии многодетности, где были подведены итоги конкурса «Семья года», где приняла участие наша семья, это интернациональная семья, проживающая в городе Москве, Маркова, Челидзе, они представили достойно наш регион. Мы говорили о том, что в этом году у нас объявлен год матери, и введен, например, целевой капитал как дети столетия.
И вы правильно заметили, 1 ноября прошел круглый стол, который назывался «Это вам не игрушки». А вопрос посвящен очень важной теме, вопрос безопасного детства. Вообще мы считаем, что вопросы развития и воспитания наших детей находятся в приоритете, и это прописано в Конституции Российской Федерации. Речь шла о том, что мы должны уделять внимание развитию игровой среды, о роли вообще игрушек вместе воспитания, образования, развития наших детей. Вы знаете, что сейчас в нашей стране очень везде вот заполонила такая игрушка, так называемая хаги-ваги. Это хоррор-персонаж, который не является положительным. И мы выявили некоторые дефициты в плане формирования понятийного аппарата, да, что такое вообще игрушка. Оказывается, понятие игрушка и сувенир здесь есть проблематика в реализации этой продукции, по качеству этих игрушек, по маркировке возрастной этих игрушек. Да? И кроме того, мы выявили такой дефицит о том, что именно продукция нашего российского товаропроизводителя, детской индустрии товаров занимает всего лишь 10%. На что необходимо обратить внимание. Поэтому мы считаем, что необходимо участники круглого стола, в основном это родительская общественность была, это представители были Роскачества, это были представители Роспромторга нашей страны, это был ответственный секретарь Совета по правам человека, аппарат уполномоченного по правам ребенка. То есть все эти люди, которые отвечают за детство, за развитие традиционных ценностей в нашей стране. И мы пришли к единому мнению, что необходимо выйти вообще с законотворческой инициативой закона об игрушках. Ну, статистика, да, неутешительная. 10% только занимают российские производители игрушек, все остальное это уже не мы. И сейчас в условиях вообще вот существующих экономических санкций развитие российского товаропроизводителя и импортозамещения тоже являются актуальными. Соглашусь с вами. Но хочется перейти к некоммерческим организациям. Некоммерческие организации Якутии вошли по итогам регионального рейтинга в топ-3 в стране. Насколько это престижно для нашего региона и по каким критериям оценивались деятельности организаций? Вообще хочу отметить, что рейтинг региона НКО он проводится ежегодно. И буквально только в этом году Республика Саха-Якутия была отмечена среди лидеров регионов НКО. По 2 основным показателям. Это топ-3 по динамике устойчивости существования СОНКО и по динамике значимости ресурсных центров СОНКО и площадок региональных общественных палат. О чем это говорит? Это говорит о том, что в нашей республике наблюдается положительная динамика развития некоммерческого сектора социально ориентированных общественных организаций. Вы знаете, что в нашей республике более 2000 общественных организаций, и в республике проводится плановая поддержка, грантовая поддержка, в том числе главы нашей республики Асеном Сергеевичем Николаевым. На уровне муниципалитетов также проводится определенная работа. И наши общественные организации активно принимают участие в грантовых проектах, по написанию этих проектов на федеральном уровне, на фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив и других. И поэтому здесь оценка, мы считаем, дана объективная, и мы надеемся, что тот почин, который сейчас имеется, он будет развиваться, и развитие некоммерческого сектора в сотрудничестве с властью, с обществом в целом, мы будем решать эти социальные, наши общие насущные проблемы, которые существуют у нас в обществе. Лена Павловна, ну вы уже подчеркнули, что сейчас в стране и в мире в целом сложилась не очень простая ситуация. Как деятельность общественных палат меняется в связи с этим и какова роль региональных общественных палат в условиях СВО? Общество и роль общественных палат, она очень важна, и она гибко реагирует на те запросы, которые существуют. И ввиду объявленной специальной военной операции, частичной мобилизации, наша региональная палата очень активно сразу включилась в эту деятельность по консолидации нашего общества. Сразу был создан штаб на нашей площадке, да,
и по координации деятельности, по работе с населением, по работе с семьями, которые непосредственно столкнулись с этой ситуацией. И в этом году у нас прошел итоговый гражданский форум наш региональный, где мы также выработали свои рекомендации с учетом тех событий, которые происходят. То есть нами были выработаны рекомендации по поддержке семей частично мобилизованных граждан, например. Да? И непосредственно активно работа ведется и с органами власти, с общественными объединениями, с объединением «Мы вместе», да, с нашим добровольческим штабом и по оказанию гуманитарной помощи и так далее. То есть я хочу сказать, что региональные палаты всей нашей страны, они примерно работают так же, как мы. Но хочу отметить, что Республика Саха-Якутия, она находится все-таки на передовых таких позициях. И когда мы были на итоговом форуме сообщества, наш коллега, член нашей общественной палаты Станислав Иванов рассказал об опыте Республики Саха-Якутия, именно о деятельности общественной палаты нашей региональной в условиях СВО. Ну и подводя итоги, какие ориентиры сегодня у общественных организаций, сообществ, какие новые акценты появляются в их деятельности? С учетом существующих на сегодняшней повестки, конечно, самая основная деятельность, она направлена на возрождение духовно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи и поднятия духа, наверное, российского. А Россия, она испокон веков была такой великой страной, которая, как говорится, зиждется на основных таких постулатах, как культура, искусство. Да? Мы известны своими писателями, поэтами, мы имеем историческое прошлое, о котором мы не должны забывать. И вот на этих основных направлениях, наверное, развитие нашего общества, оно будет выстраиваться. И хочу сказать, что сейчас мы находимся на таком историческом этапе развития нашей страны. И от каждого из нас на сегодня зависит, какой вклад он в это внесет. Ну, конечно же, я как член Общественной палаты и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия считаю, что наша общественность принимает самое активное участие в развитии нашего общества. Лена Павловна, спасибо вам большое, что пришли. Очень развернуто ответили на все наши вопросы. Желаем продвижения Общественной палаты и реализации всех идей. Благодарю вас. Спасибо. Ну, я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с Леной Ефремовой, членом Общественной палаты Российской Федерации. Всего доброго.